Каждый ребенок, согласно законодательству Республики Молдова, имеет права. В них включены право на образование, воспитание, защиту и другие права, которые должны соблюдаться. Мы приводим наше законодательство к международным стандартам, заключаем конвенции и договора, однако качество жизни детей от этого не улучшаются. Существует множество проблем, которые решить становится все сложнее. В Камрате состоялся круглый стол, где представители государственных служб обсудили наиболее часто встречаемые проблемы. В октябре у меня был форум встречи с детьми, дискуссии были из Гагаузии, активные дети. Они считают, что право на образование – это основное право, которое не соблюдается. Когда спросили, а почему? Они сказали очень просто: перенасыщенная программа, они не успевают ее изучить. Второе право – это право на отдых, потому что из-за перенасыщенности программы, из-за очень много домашних задач они не могут отдохнуть, они не могут восстановить здоровье, они не имеют возможности поговорить с родителями. Вот мы сейчас с Алексеем Михайловичем работаем над такой проблемой, когда ребенка нельзя зарегистрировать, так как у папы нет документов. Как органы социального обеспечения могут помочь, если папа сам не имеет желания оформлять этих документов? Как мы можем помочь в таком случае? Проблема по всей стране опять поднялась. Дети на улице в 21 веке. И их много. Больше 300 детей. Есть и дети, которые из хороших семей, но что-то их беспокоит в этих семьях, если они не могут в это жить. И оказалось, алкоголь, насилие. И опять наше отсутствие социальных органов, отсутствие внимания от того специалиста по защите прав ребенка, который должен быть и в соответствии с законодательством, но его нету. В ходе дискуссии открылась тема, которая в последние месяцы стала наиболее резко ощутимой. Этой проблемой является качество питания в школах и детских садах. Столько детей и отравились, и больные. Нам показали, насколько возросло количество детей, которые страдают брюшными заболеваниями, да, точное название медицинское может быть чуть-чуть другое. У нас и поджелудочные, и разные, что хочешь, у маленьких детей. Это что значит? Это некачественное питание. Наиболее обсуждаемой темой стала проблема здравоохранения. По причине невыполнения всех необходимых функций в данной области происходят трагедии. Был случай, ребенок умер. Просто в школе умер ребенок. Оказывать элементарную медицинскую помощь не удалось. А потому что эти медицинские кабинеты, они не оснащены. Участники дискуссии пытались выяснить причину таких фактов. Оказывается, проблема наиболее глубока, чем кажется на первый взгляд, и доходит до государственного уровня. В прошлом году у нас была выявлена проблема. Мы собрали всех медсестер, которые работают в школах и садиках, управление образования, управление здравоохранения, их собрало вместе. Эти медсестры, которые по много лет работают в школах, впервые увидели друг друга. С ними никто не общался. Министерство здравоохранения считает, что это не их работники. Министерство просвещения говорят, это тоже не наши работники. Работники есть, зарплата 1200, они остаются один на один со своими проблемами. Когда случается какой-то случай, как отравление было в Кишиневе, или как был случай у нас в Баурчах, то же самое, все начинают искать медсестру. А что сделано государством для того, чтобы эта медсестра была? Также была обсуждена проблема детей-сирот. Согласно закону Республики Молдова о правах ребенка, ребенок, лишенный семейной защиты, пользуется особой помощью государства. На местные органы власти возложена роль опекунов, но в силах ли они помочь всем? Законодатели, когда принимают на уровне территории страны законы, это все хорошо, но немножко, я считаю, наверное, неправильно, когда тот же закон о опекунстве по примарам и тот же закон о районных комиссиях, когда все вот эти самые проблемные ситуации, которые, в принципе, наверное, от нас и не зависят, они возлагают на нас, тем самым чаще всего не предусматривая, как уже было сказано, это все финансирование. Представители социальных служб также утверждают, что в решении данной проблемы должна принимать участие местная власть. Я считаю, что социальные службы работают настолько, насколько это возможно, и учебное заведение работает. И я считаю, что как мы тесно сотрудничаем с школьными учреждениями, с учебными учреждениями, с инспекторатом полиции, нужно также тесно сотрудничать с местными органами власти. Потому что местный орган власти является на сегодняшний день опекуном
того или иного населенного пункта. И местный орган власти может перенаправить проблему в то русло, куда необходимо. Как выяснилось, проблемы детей имеют бесчисленное количество. И решить их не так просто, но самое главное, что нужно сделать, это вовремя находить несовершеннолетних, которым необходима помощь. Самое главное – найти вовремя этого ребенка до того, как он не закурил первую сигарету, как он первый раз не укололся, как он первый раз не выпил и так дальше. До того, пока у него психика не искалечена. Определить его, вытащить из той среды, из этой неблагополучной семьи и определить его для дальнейшего правильного воспитания. Организация круглого стола была проведена в сотрудничестве с народным адвокатом по правам ребенка.